Собственно, главный ресурс здесь, конечно, заключался просто в территории, в этих самых квадратных метрах, которые можно было продавать. Да, вторая, скажем, гениальная схема, которая здесь возникала, заключалась в том, что в самом городе не было денег на то, чтобы это покупать. И приблизительно в 1998 году Владимир Ильич Лесин у нас прямо заявил, что, так сказать, с деньгами любой дурак построит, а вот без денег как строить. Да? Значит, идея была в том, чтобы создавать в Москве вот этот вот продукт, который должна была покупать вся страна. И смысл в данном случае заключался в изготовлении квадратных метров, которые являются, по сути, просто коммерческим активом. Это очень интересная архитектура, в том смысле, что у нее нет функции ее использования иного, как быть такой банковской ячейкой, развернутой просто в пространстве, то есть просто производством квадратного метра. У нас довольно большое возникло количество домов, то есть это примерно 20 миллионов квадратных метров, то есть действительно довольно большое, которые, по сути, никогда не использовались, там никто не жил. Они являлись инвестиционным квадратным метром, который просто куплены и построены для того, чтобы деньги не портились. Да, поскольку... Это действительно как ячейка, куда кладут кэш? Да, то есть никакого другой функции у нее не было. И если говорить вообще о таких интересных задачах, которые у нас возникают, то это реконструкция города, в котором никто не жил. Потому что вы понимаете, что если дом, например, построен там 10 лет назад или там 15 лет назад, в нем так, собственно, жильцов не появилось, то есть как никто не зажил, то если в нем одновременно включить там воду, газ и электричество, произойдет наводнение, взрыв и пожар. Да? То есть этот город нуждается в реконструкции, с ним нужно что-то делать. Архитектура, которая возникала на этой базе, она вообще очень интересна, потому что вот ее смысл заключался именно в производстве квадратных метров. Знаете, у нас даже возникло такое направление, которое я бы назвал коммерческим утопизмом. Вот у нас были утопии там, революционного времени, это был такой социальный утопизм, а здесь коммерческий утопизм. Например, там небоскребы, да, вот в Сити, которые теперь признаны градостроительной ошибкой, они действительно, понимаете, они с самого начала проектировались как, башня России, которая проектировалась Фостером. Она, была в разные периоды 500-600 метров высоты, и в ней должно было одновременно присутствовать 21 тысяча человек. Вот загрузка этой башни 21 тысяча человек. То есть это 3 Звенигорода. Вот 3 Звенигорода должны были там одновременно присутствовать. Вот теперь представьте себе ситуацию, что 3 Звенигорода решили одновременно в 9 утра прийти в эту башню, войти в нее, и там как-то или подняться на лифте, или там или выйти. Да? Там показывали расчеты, что последний самый неудачливый человек, который, например, захочет из нее выйти вечером, он выйдет на следующий день днем. Кроме того, представьте себе, дальше как это просто реально функционирует. У вас ведь нету организации, в которой было бы 21 тысяча служащих. Что у нас все впереди? Да, то есть можно там населить дивизию, да, то есть просто, чтобы все солдаты сидели в офисе, да, но, реально это так не получается, то есть люди, ее нужно сдать, да, разным людям, да? И пока они не заселяются, этот процесс, в принципе, рассчитывается на, до 7 лет, да, пока все сдается, и все ремонты произведены, и люди начали работать. Современная архитектура очень связана с технологиями, у меня есть просто сроки годности по утеплителям, по кондиционерам, по инженерным системам, которые, в принципе, начинаются от 20 лет. То есть, вот эта башня построена, потом в 7 лет она заселяется, а через 14 лет ее надо уже, либо сносить, начинать, либо как-то, заново опять уже строить.
То есть этот объект не имеет вообще никакого смысла физического. Ну, какой-то смысл он имел, раз он стоит. Да, но у него есть огромный другой смысл, в нем очень много квадратных метров. И вот они непосредственно, то есть просто как хранилище квадратных метров, это абсолютно бесценная вещь. Да? И чем она, ну так же, как так вот очень большой сейф, в него влезает больше денег, так вот в это здание влезает больше метров. У нас, ну, некоторые из этих зданий у нас построены, хотя не такие большие, но у них все те же самые характеристики. И вот остановка, собственно, строительства Сити связана с тем, что, ну, даже то, что построено сейчас, уже там составляет пробки 4 часа. Да. Хотя это примерно 10-я часть того, что было запланировано. Да, вот из тех башен там должно было быть порядка 45 башен. Да, то есть сейчас там ну, 6, но вот еще не все пущены в ход.